Цель проекта – подготовить специалистов в сфере IT, создать рабочие места и дать гражданам Абхазии возможность работать онлайн на весь мир. Первый тестовый поток курса уже завершился. По итогу до конца обучения дошли два наших соотечественника, которые были трудоустроены в IT-компанию на позицию тестировщик. Александр Козлов – один из них. Ему 20 лет. Александр учится в АГУ на факультете международных отношений. После того, как мы прошли тестирование, закончили курс обучения, с нами связались основатели этой школы и сказали, что они смогут устроить нам собеседование в IT-компанию, которая находится в Москве, которая руководит абхазская диаспора в лице Вахтанга Тушба. И они сказали, что они нам устроят собеседование, но при этом они сказали, ничего не обещали нам, они сказали, что все это будет только зависеть от нас, от нашей мотивации, от наших стараний. После того, как нам устроили собеседование, мы вдвоем с еще одним мальчиком дошли до финала, и по итогу у нас было собеседование онлайн, оно проходило в Zoom, и нас приняли на работу. Сейчас я занимаюсь тестированием нескольких проектов, как по мне, очень перспективных проектов, которые разрабатываются в Москве, но не только в Москве, но и по всему миру находятся люди, которые задействованы в развитии этого проекта. Теперь я являюсь частью этой команды. Идея создания нового образовательного проекта родилась у предпринимателя, члена правления московской абхазской диаспоры Вахтанга Тушба. Вахтанг – основатель венчурной стартап-студии. Он уже много лет работает в сфере IT и считает, что современные условия и свободный доступ к интернету позволяют работать на весь мир. Меня окружает очень много интересных людей. Я смотрю, как они сидят в офисе в Москве и работают на весь мир, зарабатывая очень приличные деньги. Они могут себе позволить, не знаю, поехать зимовать на Бали или еще в какие-то страны. Вот. Я подумала, почему бы в Абхазии то же самое не сделать. Вот. Но только наших ребят нужно обучить. Вот. И как это сделать? И мы решили попробовать. Пришли с этой идеей вместе с Дауром Барганджа и Иной Барчан к Беслану Родионовичу Агрба. Он нас поддержал. Вот. И решили потестить. Сначала думали, попробуем через образовательную платформу Skillbox, оплатим 70% мы, 30% уже сам студент, так его назовем, да. Но потом оказалось, что это очень дорого, и свою помощь предложил Дамей Джонва, с которым, кстати, мы единомышленники. Для того, чтобы трудоустроиться, необходимо пройти трехмесячный курс в школе лаборатории информационных технологий в Сухуми. Направление – тестировщик. Программа доступна только гражданам Республики Абхазия. А сейчас у нас на сайте открыта запись на курсы, куда может записаться любой гражданин Абхазии старше 18 лет. Так как желающих было, есть на самом деле больше, чем мы можем принять, мы решили ввести небольшое тестирование, и по результатам тестирования будем уже принимать. То есть самая главная цель – выявить мотивацию этих людей, чтобы как можно больше людей в конечном итоге было трудоустроено. Стоимость обучения на наших курсах всего 10 500 рублей за 3 месяца обучения. Это, по сути, эти затраты окупятся уже в первую неделю после их трудоустройства. Важно отметить, что глава московской абхазской диаспоры Беслан Агрба оказал финансовую поддержку при подготовке данного проекта. Чем больше будет людей, владеющих современными специальностями, связанными с IT-технологиями, тем больше у нас будет возможность участвовать в международном рынке различных IT-проектов. Это, конечно, такая некая фантазия, но в будущем все-таки я верю, что Абхазия по своим условиям могла бы вполне быть таким определенным местом, в котором бы собирались айтишники, обменивались своими знаниями, опытом, работали, создавали свои проекты. И мне кажется, это было бы очень выгодно, потому что это люди, которые приезжали бы, жили бы, тратили свои деньги, долго находились бы в Абхазии. Тестировщик – специалист, который занимается проверкой программного обеспечения с целью выявления ошибок в его работе и их последующего исправления. Основная задача – найти в программе, приложении, игре или другом продукте всевозможные ошибки и проблемы. Это одно из перспективных направлений в сфере IT, но это всего одна профессия. А в направлении IT их очень много. По словам членов московской абхазской диаспоры, впереди очень много работы. МАД готов взять ее на себя. Сария Кварацхеля, Инна Лагухава, Абхазское телевидение.